Мультфильмнің невбетекі қысманы, өрметлі достар, біз енді ярын сейретежек. Мұз шымдылық есе студиямызға дихата айырмаға керектір, чүнки студиямызға келген мұсафірлер или мерақлы бір субетіні кечірежек. Мұз сізде бұл субетке қошылыңыз, серджі олыңыз, вельбетте келіңіз мұсафірлеріміз или таныш олайық. Бізім студиямызда Нефес ансамблінің ребері Севиле Халилова, вен Нефес ансамблінің солистлері Риана Госвами, вен Наиле Талятова. Селям алейкум, сабалар хайыр. Селям алейкум. Хош келдіңіз студиямызға. Насылсыңыз, как настроение? Хорошо, сағымыз. Хорошо. В школу сегодня не пойдем? Нет. Нет. Сегодня устроим выходной. Мы тоже не пойдем. Мы тоже не пойдем, как здорово. Севиле Ханом, хотелось бы поговорить с вами об очень актуальной теме, да, потому что все мы знаем, что 25 октября отмечается столетие со дня рождения Амитхана Султана, и вы вместе с вашим ансамблем тоже не остались в стороне от этого события и посвятили номер, посвященный как раз-таки столетию Амитхана Султана. Расскажите подробнее. Идея, конечно, номера зародилась давно, еще как только я создавала ансамбль. Мне тогда было 19 лет, и, наверное, не хватило сил донести до учеников все-таки эту тему, эту боль нашего народа. И я отложила ее. Как-то несерьезность детей еще, видимо, меня это цепляло, и я ее отложила, эту тему. Сидя на карантине, мне попадается музыка Уриане Ханом Кинджикаевой. Я ее прослушиваю несколько раз, неоднократно. И себе в заметках пишу, что к отчетному концерту я хочу поставить номер. Все, я решила, я должна это сделать. Выйдя с карантина, художественный руководитель культурно-досугового центра Арзен Верна говорит: Севилен, нам нужен номер, будет 25 октября будет концерт, то есть еще должен был быть концерт. Нужен номер. Я говорю, как раз у меня уже в заметках есть, мы его поставим. И отложила, сентябрь пришел, дети пришли, уже вышли из своих каникул. Мы начинаем репетировать и готовимся к конкурсу. К конкурсу готовясь, прошел конкурс. Неделя, все, у нас уже не остается репетиции. То есть я вызываю на 3-часовую репетицию детей. За 3 часа мы ставим этот номер, одеваем его в костюмы, снимаем видео. Просто для отчетности нужно было, как онлайн-концерты, сейчас уже массовые мероприятия запретили, и мы делаем. Вечером мы едем, я еду домой в машине и думаю, нужно, наверное, снять все-таки профессионального качества, потому что работу так не делают. И звоню родительскому комитету нашей, самой главной маме Сусане, и говорю, Сусана, нужно организовать. Мы сразу обратились к Ильдару Ибрагимову, оператору нашему. Он мобильно сразу собрался, сказал, у вас есть вот до среды сроки собраться и это отснять. Вот так мы в быстром режиме отсняли, вот такой ролик сняли. Конечно, для детей, когда я спросила у репетиции, да, как у нас постановка номера, я собрала 2 группы и спросила, вы знаете, кто такой Амитхан Султан, что меня порадовало. Все хором сказали да, ответили, что это дважды Герой Советского Союза. Это, наверное, благодарность родителям и учителям, которые все-таки доносят до наших детей о героях наших, рассказывают все-таки историю нашего народа и в общем, да. Этот ролик разлетелся по соцсетям, и давайте мы сейчас тоже посмотрим фрагмент этого номера. Звезды в ладонях я книгу прочла, сердце сжалось, по щеке побежала слеза. Амитхан, 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 Амитхан. Боль и обиду в душе не унять,
Боже, но как нам все это понять? Амедхан, 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 для чего же горька судьба, Амедхан, у народа и у тебя, Амедхан. И пока я живу, буду помнить всегда, я тебя никогда не предам. Солнце над домом в голубке встает, тихо мать на себе песню сыну поет. Ах, балам, Амедхан, ах, балам, Амедхан. Песню поет и не знает она, что ожидает нас, что готовит судьба. Амедхан, 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 Амедхан. Elbette толысынын енді интернетте сейретмеге мүмкін. Яғни, урметлі достар, біз есе девам етеміз. Севилия ханым, расскажите, пожалуйста, все-таки задумка, именно хотелось бы уточнить, по костюмам, потому что вот я увидел одно, и хотелось бы узнать, какая задумка была изначально у вас. Все-таки, что вы хотели этим показать? То есть вот интересно, что увидели вы, что поняли. Я, наверное, увидел очень много, вот, наверное, ангелочков. Да. И которые вот все-таки, я даже не знаю, как это сейчас все передать, но которые вот на крыльях это все несут. Вот это все вот на крыльях ангелочков, вот эта вся история, весь... Да. Все правильно. Значит, мы все сделали правильно, раз до народа все-таки это донеслось. Да, это ангелочки во главе, да, есть главный, у нас был ангел, Тариана была. А, на руках поднимали? Ее, которую поднимали на руках, которая возле матери, ну, до конца не показали немножко, да, но там видно, что когда мать качает ребенка, она вокруг, оберегая, была. А те девочки, которые в зеленых уже костюмах выходят, бирюзовых, то есть там, если прислушаться к словам, море, волны, горы, то есть, ну, природу, да, скажем так, прорисовали. Ну, это вот в костюмах вот. Задумка, да, значит, все-таки доносится. Вы сказали, что задумка такого номера у вас уже была давно, но все-таки удалось ли в такие краткие сроки, да, так сказать, передать всю основную мысль и идею вашей задумки, вот, отобразить в этом номере? Да, думаю, удалось. Ну, все, что я хотела, все, что от меня зависело, я думаю, сделала. Может, со временем я, пересматривая, буду хотеть сделать что-то лучше, конечно, но пока я довольна, наверное, своим результатом. Это на самом деле как перечитывать одну и ту же книгу на протяжении всей жизни. Каждый раз что-то новое. Что-то новое. Да. Кызлар, вы расскажите, трудно ли вам было? Мы так понимаем, в очень короткие сроки вы подготовили этот танец. Сам процесс репетиций, всего, как проходило? Трудно вам было или все легко? Нет, не трудно. Все было легко. Все движения выучили буквально вот за один раз? Ну да. За 3 часа. За 3 часа тренировки, да, выучили. Сложно, наверное, было, знаете, не улыбаться. То есть на протяжении, вот сколько они занимаются, 5-6 лет, то есть у них, я требую у них, да, улыбка, глаза, чтобы это все горело. И тут я прихожу на тренировку и говорю, улыбки убрали, брови собрали. То есть это грусть, печаль на ваших лицах. Они сначала очень растерянно, долго мы собирались над их образом, на самом деле.
Но То есть все-таки, несколько как вы считаете, движений, насколько получилось вот у девочек и у других участников, актеров данного ролика, данного номера прочувствовать всю идею этой постановки? У нас вот маму, мы вот, та девочка, которая играла маму, она совершенно не знала вообще, что делать, потому что та девочка, которая должна была быть, у нее не получилось со школой. То есть это было в будний день, днем. И мы уже вечером, во вторник, накануне, опять-таки же Сусане звоню, что делать. Она говорит, давай берем вот Сабину. Сабина, девочка, это занимается в ансамбле Джемиле. Я звоню руководителю, отпрашиваю ее, как бы он с удовольствием отпускает ее к нам поучаствовать. Она приходит, и я ее ввожу в курс дела вот буквально уже во время съемки. Я ей рассказала, и она очень справилась со своей задачей. Если досмотреть номер, то есть это очень молодец, талантливая девочка Чохсагул, что она, конечно, не отказала. Наши девочки тоже справились с задачей, но с расчетом, что они еще маленькие, им 10 лет, не каждый может еще всей серьезности ситуации понимал. Но все равно благодаря родители подключились. Потому что на первой репетиции, когда шла постановка, мы очень все пытались донести до них. Но на вторую репетицию они пришли уже все по полочкам у них, видимо, в голове разложилось. Родители поработали, это видна была работа родителей. Не только моя работа была, Сагул, что есть родители, которые уделяют внимание детям, что объясняют всю эту историю. Кызлар, было ли что-то вот действительно сложное, трудное? Вот, например, даже вот возьмем, что нельзя улыбаться. Было ли для вас это трудным? Да, было. Вы все время улыбаетесь? Да, вы даже сейчас улыбаетесь. То есть это у вас уже настолько отработано, да, что вы привыкли выходить на сцену, всегда улыбаться. Ну, здесь, конечно, да, немножко другой формат. Как мы уже сказали, что ролик разлетелся по соцсетям, и, конечно же, есть обратная связь, как публика восприняла данный номер. Много было, да, комментариев, много писали, что Чохсагул за такой ролик. Урена Кинжикаева тоже благодарила. Мы хоть лично не знакомы, но мне передали вот через художественного руководителя Арзан Верна, передала очень приятные слова. Для меня это очень такая наивысшая оценка, наверное, автора песни, которая хвалит, которая говорит Чохсагул за то, что мы все-таки это смогли сделать. Самое главное. Да, мы бы, конечно, тоже хотели сказать вам Чохсагул за то, что поднимаете такие действительно глобальные темы и доносите молодому поколению, насколько это важно и нужно знать на сегодняшний день. Как мы уже сказали, да, все массовые мероприятия, к сожалению, отменены на сегодняшний день, но тем не менее, чем сегодня живет ансамбль «Нефес»? Мы недавно съездили на конкурс, успели съездить на конкурс до всего закрытия. Вот 10 октября в Ялту. Приехали с победами, заняли первые и вторые места. Детки поучаствовали довольные, подышали морским воздухом, приехали довольные и вот уже погрузились в постановку клипа. С победами, вы сказали, вернулись, да. А какие еще ансамбли, сколько всего участников было на конкурсе? Участников было много, но мы со всеми не пересекались, потому что у нас был свой блок. Мы закончили, вышли, другие коллективы. Мы даже в этот раз мы никого даже не просматривали, как это обычно бывает в конкурсе, к сожалению. Но мы по спискам видели, что много коллективов было, по спискам участников. А какие номера представили? Мы представили большинство крымско-татарских номеров. Это был танец Мелик Леруэна, Харам Нахмелера, сольные танцы у нас были. Риана и индийский танцевала, и хорезмский танцевала. До Сларуэна была. Мы часовую программу, можно сказать, повезли, протанцевали. Много номеров. Вот. Каждый номер занял свое место. Там. Какое-то первое, какое-то второе. Кызлар, сложно несколько номеров вот запомнить и вот на одном концерте несколько номеров показать?
Это было сложно, да. Некоторые девочки, они переодевались очень быстро, чтобы успеть. Да. А в плане вот моральной подготовки, насколько сложно переключиться с одного номера на другой? Допустим, станцевать индийский танец, и следующим номером станцевать крымско-татарский танец. Это же совершенно другая техника, другие эмоции. Ну да. Сложно, да? Сложно. Но тем не менее вы справляетесь. Я думаю, музыка им помогает. Музыкальное да, сопровождение все-таки оно переключает сразу. Характер чувствуешь. Риана, какие танцы ты любишь танцевать больше всего? Я люблю танцевать, конечно, крымско-татарские, но больше всего мне нравятся индийские. Найли, а ты? Крымско-татарские. Тоже крымско-татарский. Машаллах хазларга. Ясен. Менде, я, конечно, не могу похвастаться особым мастерством в этом деле, но тем не менее, Менде да чок Крым-татар ойынларыны бегенем. Сейрет меге. Сейрет мегеде. Что бы вы хотели сегодня пожелать телезрителям? Начало недели трудно. Начало недели. Хорошей недели, да, хорошего настроения. Конечно, сейчас актуальна тема здоровья, крепкого здоровья всем. Развивайте деток, рассказывайте им о наших героях, рассказывайте о нашем народе, о боли нашего народа и о радости нашего народа. Чокса у нас. У нас Кызлар. Чтобы пожелали кому-то привет передать можно. Да, я хочу передать привет своему Харвашке, двум биташкам и бабашке. Машалла, Риана. Я хочу всем передать. Всем крымчанам, всем нашим телезрителям. Чокса, голос келгеніңіз үшін. Әлбетте, үрметлі достар, яйнымыздың девамы теміз. Бөлі бір адет бар, яғни невбеттегі рубрикаға сөзні мен бермеймін, да чоқ башқа алып барычылар сөз берелер. Бұл себептен Лиля... Әлбетте, аңлағаныңыз көбі, әлі не үшін бұл рубриканы тақдим етмей, чөнки бұл рубриканы оза алып бара, саба программасыны сабалық рубрикасы девам ете.